Энергосбережение для детей. Будущее страны без детей и природы просто немыслимо. Поэтому взрослым необходимо делать грамотные вложения в развитие подрастающего поколения. По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане официально зарегистрировано около 15 тысяч детей-сирот. Сотрудники экологического движения «Биом» в рамках проекта «Энергоэффективность для стабильного будущего» проявили заботу о детях в 2 детских домах. В Беловодском дошкольном детском доме, расположенном в селе Аксуу Московского района Чуйской области, где сейчас воспитываются 110 детей. Здесь детям обеспечили комфортные условия в игровой комнате, поменяли прогнивший деревянный пол на теплый. На 1 июля 2013 года у нас воспитывается 110 детей. Дети разные, отказные, брошенные, сироты, полусироты. Поэтому дети, которые остались без попечения родителей. Теплый пол – это экономичная система отопления. Она устраняет сквозняки и сохраняет естественную влажность воздуха, обеспечивает комфортную температуру в помещении в пределах плюс 23 градуса по Цельсию. Теплый пол представляет собой систему трубопроводов, которая распределяет нагретую воду по всей поверхности пола. Не требует профилактики и ремонта в течение длительного срока. У нас был деревянный пол, прогнил. И спасибо нашим друзьям в фирме «Био» нам сделали теплые полы в том году. И теперь у нас пол теплый, и дети могут играть свободно на полу. В обеспечение комфортных условий для детей вложился не только проект, финансируемый норвежским МИДом и Норвежским обществом охраны природы, но и рабочие руки и энтузиазм директора и сотрудников детского дома. Другие спонсоры детского дома купили кафель, клей и энергоэффективный насос. Еще одним примером заботы о детях стал Центр реабилитации беспризорных детей при мэрии Бишкека. Там, при поддержке экологического движения «Биом», установлена система солнечных коллекторов для душевых комнат и кухни. Подарены солнечная печь и солнечные фонари. Конечно, это дети в основном, где трудности семейные, либо материальное положение, либо это асоциальные семьи, где родители ведут не совсем, скажем так, образ жизни достойный. Вот. И в тех или иных случаях дети оказываются на улице или на грани того, что ребенок окажется на улице. И тогда, конечно, наши соцработники, психологи мониторят всю эту ситуацию, и ребенок попадает к нам. Дети в большинстве случаев к нам поступают грязные. Это уличные дети в основе своей, которые не приучены, к примеру, мыться или приучены, но не имеют возможности. И, конечно, первое, что мы делаем с каждым ребенком, это помыть его. Вот. И поэтому для нас важно, скажем так, круглосуточное наличие горячей воды, для того, чтобы в любой момент, как к нам поступает ребенок, помыть его, постирать. Как и в любой семье, у нас тоже мы меняем одежду практически каждый день, а то и 2 раза на день. Это, соответственно, стирка. Где-то дети сами приучаем, стирают, где-то через прачку. Этот проект, который реализуется сейчас, очень важен для нас, потому что это нужно нашим детям. Экономия горячей воды, во-первых, ТЭЦ. И самое важное, в период, когда нет горячей воды, дети, конечно же, всегда с горячей водой. Да. Наша забота о будущем в наших делах.